Я надеюсь, моя аудитория знакома с именем такого астинского просветителя, сподвижника Коста Бабу Зангиева. Я часто о нем говорю, когда мы вспоминаем о репрессиях 1937 года и о том, как сильно они ударили по астинскому народу. Бабу Зангиева я всегда называю вместе с Цоцковым Баловым, Губетлатовым, поскольку они фактически участвовали в издании книги Коста первой. Но Бабу Зангиев еще также известен тем, что он построил первую лечебницу в Осетии, причем на свои средства. Он поехал на заработки на строительство Забайкальской дороги, все, что собрал, в 1906 году вернулся и построил у реки Цей дом, который стал официальной здравницей в Осетии первой. Он также занимался переводами на астинский язык, перевел Гулливера на астинский язык, но чтобы понять масштабы этой фигуры, надо вам зачитать один фрагмент, который показывает, насколько Бабу Зангиев, как горец, как кавказец, участвовал в том, что бы сейчас назвали пацифистская деятельность, да, недопущение войны, недопущение участия горцев в кровавых конфликтах, цель которых была противопоставить народы России друг другу. Этот пост опубликовал канал Сидамон. Я, если честно, хотел, чтобы сам Батрас озвучил этот текст, но уже долго ждем его, поэтому я сейчас сам озвучу этот текст. Это фрагмент из статьи Алана Туалагова к вопросу об объединительном движении в Осетии в досоветский период. Власти стремились сталкивать между собой соседние кавказские народы. Так, для подавления выступлений в Осетии отправляются ингушские стражники, а осетинские стражники отправляются в Чечню, что вызвало активные протесты в Осетии и Ингушетии. Осетинские, чеченские и ингушские стражники также направляются во внутренние районы России, оказываясь оторванными от влияния и противодействия со стороны своих народов. Данные действия также встречали протесты и сопротивление со стороны местного, в том числе и русского населения. По воспоминаниям Горданти, особенно активно противодействовал посылке осетинских стражников в Россию Бабу Зангиев, который практически насильно снимал их с поездов на станице Даркох. Сельское общество Сильный Ардон 30 июня 1906 года отправило на имя депутата Первой Государственной Думы Эльдарханова телеграмму, в которой заявляло, что впредь будет активно препятствовать посылке в Россию стражников и будет требовать возвращения своих односельчан обратно. Такое же решение было принято жителями селения Даркох, призвавшими объявить невернувшихся стражников изгоями и бойкотировать их. Фактически объявляли им ходы. 4 августа 1906 года на собрании в селении Цунар Южной Осетии было также принято решение возвращать стражников, а у тех, кто откажется, разрушать дома и объявлять их изгоями. Причем местные власти стремились назначить в селах Картли старостами и стражниками осетин. Депутат Первой Государственной Думы, кавказовед Ковалевский, изучавший прекрасно знавший историю северокавказских народов, особенно осетин, в июне 1906 года в своем выступлении открыто назвал главными причинами межнациональных столкновений в Терской области проводимую властями политику русификации шовинизма, натравливание народов друг на друга, бесправное положение горцев, произвол, неисполнение законов самой местной администрации. Опять же повторюсь, это фрагмент из статьи Алана Туалагова к вопросу об объединительном движении в Осетии в досоветский период. Ссылку я оставлю под постом. Обратите внимание, осетины не хотели, в принципе, как и чеченцы, ингуши и другие адекватные люди среди кавказских народов, не хотели, чтобы имперские войска, точнее лидеры империи, использовали кавказцев как цепных псов для подавления восстаний по всей России, в том числе и на Кавказе. То есть была политика такая, что мы берем один народ, оттуда стражников направляем в другую область, чтобы там они крайне жестоко подавляли какие-либо восстания. Таким образом, мы полностью разрушаем горизонтальные связи среди народов России. Это одна из причин революции, одна из причин, почему люди, которые не были коммунистами и не симпатизировали большевикам, в итоге даже их поддерживали. Да, потому что они видели, насколько империя пытается рассорить народы России и проводила абсолютно шовинистическую политику. И Бабу Зангиев насильно снимал людей с поезда. Бабу Зангиев инициировал эти собрания, на которых всем стражникам, всем осетинам, которые участвовали в кровавых событиях в любом уголке
Российской империи, им объявляли коды. Бабу Зангиев, как настоящий горец, как Асин, понимал, что это недопустимо. Когда ты идешь и во имя какого-то человека, во имя его амбиций, во имя его желания власти убиваешь невинного человека, да, простого жителя, то ты уже фактически не можешь считаться осетином. Да, тебе надо объявлять коды, тебя надо изгонять, потому что ты цепной пес, ты не человек. К сожалению, Бабу Зангиева расстреляли в 1937 году. Это был человек с яркой жизненной позицией, подвижник, человек, для которого, наверное, фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя», она была не пустой. Человек тяжело работал на работах по строительству этой Забайкальской дороги, магистрали, и потом собранные деньги тратил, чтобы открыть здравницу. То есть человек, который ничего для себя и все для других, все для своих ближних. И сейчас, часто, когда я пишу в постах Инстаграм, называя его имя, люди даже не знают, кто это. И опять же, к сожалению, памятнику Бабу Зангиеву во Владикавказе нет. Я знаю, что вот его именем назвали краеведческий музей в Алагире. Вот. Ну, там есть одна мемориальная табличка, которая была установлена на стенах Свято-Вознесенского собора в Алагире в 2011 году. Но памятнику этому великому человеку нет. Спасибо, что остаетесь со мной. С большим удовольствием читаю ваши комментарии. Поэтому пишите, делитесь интересной информацией. Может быть, я какие-то моменты о том же Бабу Зангиеве не знаю. Делитесь ими. Это интересно будет читать и другим комментаторам. Спасибо большое.